Ир булсан, пушланать шәне бурнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун ирхи щитезегетре, чеваш наци телевидение тюре ференче ир булзан кыларым. Ольга Элиме. Дмитрий Вериялов. Ирбейрех сире вранма булышыш. Хавас камылдуем парнелеш. Кашны ир уйгыран пірле вранар. Шена ырыгуна пірле бушлар. Ыр будыр бурнеде юдашсем, хак вугураганзем, чаваш ен наци телевидениен тюре эфиринже ир булзан кварам, сирим бебрле паянебе Дмитрий Вериялов пурнеде сылвах сунадып, салам владып пурнеде урамра жагымбек уяр лайық шандавак пулнает пачынақта жагымбек лайық шургуннеги шандавак камыла биде вайва шеклет, анжақта ман жутпа, камыла вайварах шеклет, ир булзан кварамра, таланырзем вали, юдажырзем вали, мальнеде булин салам парнелены. Шамбада пирим ВКонтакте сайтри ушкана керзе, ширзағавар, мальнеде булин ожазымақсы, шивых шинзем вали, шау салам зане ебі влаза барадып, ялан хибегех тюре эфирда коштарзан, ширза ярза әлгерір пирим ВКонтакте сайтри ушкана. Ялан хибегех сирим вали паян ир булзан гаварамра узыл рубрика зембе, камалажик леген юрзем, тада сире баваштарада паян пиде талант в ханаба, шав ханавали, зирде шав ВКонтакте сайтри ушканра ширзағаварма бударадыр мілнеде бұлін үйдузем, вылвара коштарзан, хали саламзем берги манзан гайр ширзағавар, как угураганзем, манжутпа, халя, шагымбек хитре юра итлезем, варанза думалла, варнжинден сиксе думалла, тада зарядка дуза варанмалла, таргашын.
Хаква гораганзем ага мен козакландарат перес. Сирен шагымбек шургуннехи хавханула туюнзем пури. Шагымберги жинзахвар хадархашым пирим ВКонтакте сайтры ушканра. Шавандах, шав ушканрах ширзахварма манза ангайр. Пирин ушканра манза ангайр. Хаваран юдашырзем вали, таванарзем вали, эштежырзем вали. Мэлет буин ожа замахсем. Шав савамзене, жав ожа замахсене. Влазабарада пазем вали. Тюре эфирдах ширзахварнах ищен. Вазене кава захвармам анманар, ир бузанкаварама, ярза, телевизор за сцене вайларах. Тут чердезе, телевизор жук бузан вара, интернет другого бахмал дараша, вазем пире. Шамбада, камал аванах мар бузан, манжут паша кумбек майба камалаже клеме пида аван. Халям аллайбер павлажат пар гороскопа, кураганзе, мензунаше же пире паянги, уяр, шургуннехи гуна шанда шаударзем. Сурухсем. Кунибех выехал шилгушпек тапсадыры шавын бадачила ищи дюнюдавадыр. Вагартем. Найрлых серебине лиге стринцихлан малла, ундран хавардах хадылаймар. Шавын бадачилдырзем серепаян ширеплех пулмасы неща. Егорешсем. Сирню морда мыньбур ала гужа. Пызыкалы бұршлай же бурнышлама майзем нумай. Шилдырзем телевсіне пурныжа кіртмез неща. Раксем. Кызыклы саман сембе пуян кун буля. Шилдырзем шыне бала жузембе ырытел булызем парнелеш. Арысланзем. Пурнеде критиклене хавырады, ытызнеде шсенже пызык чырмав гюре. Харга жузем сиксе дуғасран сықланыр. Кала жүзінже лыпкырақ пулыр. Херзем. Пурныжа улыштарма май параган самансем пырих ішінде притубынзақ пыреш. Вазине булайзер пурья балашинеде урық күш папықма бышладыр. Таразатем. Юрадура паян анать. Чунди вуд шулымба хемленеген туем, кереки плечреде хавхаландар забыре. Мыньбур еврлых шемаланах барыня. Скорпионзем. Хаваратулын шанзан кереки плечеде шүлі шайра пурнышладыр. Шылдырзем сире пурыйдывада хавар делень хуравламац неща. Ухыжезем. Выйхалыр самаяк шактыне дуядыр. Кымылдуемда тыдыжақ пузырынжак. Хавара алла елерде ларутырыва керлебе кергелезе ямам мехел шидерір. Тугадегезем. Паян куленге ханахны ергерен пырынмаан тарыжыр. Унзырын шөлшінче еврлықсем дубынеш. Енышсенжен вғытра цихланмазан кайран хыдах үгенетер. Шывдыганзем. Хаварда шыне булдарула хужадыр. Шивич ыспа палырза ытызне телендередер, эште ятсумшын зейредер. Улызем. Кунмын лейртегай сыпыдембе хавардан келя. Казакландарман ыйдуба анышлер. Кымылагайган эшкана сирес савыныш күре. Эшкуне лайх ирцегайдыр дезен, дада ширип сылвых водада хитре буас тезен, терес тада шайлажула абатван малва. Шагымбек чухне вара дразабатванзан жиғыне лайхта войвода дует комоуда вара аван бывает. Рацион терля абатчи мишренді малва хакураганзем. Унда ашкагай пула кербе турых табырч черепахча жимеш умажирва мойер кымба үзендіранжеве энежеве шогыр бұл малва. Абат кунне твады билик хут сағал бежмелле. Абатвану вғыжы ытва врах пумала мар. Кулленех ирги кандырвахи абатсем, кахава баджы кашки абатшемелле. Вырдазумен вара турых е кефиршмелли бирги манзангайр. Абада яван пырвығытра жемедрышмалва. Ко абат хуранне тада пыржзане лайхрах эшлеме бұлыжат теші. Сағырну мажиреме юрамаз, кунне пилігу дычай кажығынжен ытва мар. Сағыр жеме прақсан выл вара тада аванрах пулать. Сағыр вырне пыл шеме юрат анжақта вариджие хушмалла мар пыл узылвахе чагать. Шамбада хак вораганзе сирен иргине камаванах мар пулзасын тут вот тада шайважонула абатван мала шагавал камава пиде вайла шеклет. Тада камава шеклет уяв бузан млет бун уяв бузан шамбада хак вораганзе хали сире кавазапарада пайман хигун манбе палва тада манле уявзем жипаян. Паян ебе салам влада мамбур фин чельгине полеген чинзене
паян финчелхи куне шагамбада шагуяба самама пударады бебезири. Пинде загажер ширин бермешу, да, Франция Саважи, критики Шарль Бадлер журавна. Пинде тоже водорвищем шу, да, Франция театр багино актеры Жан-Поль Бельмондо кунжиды гурнайкен. Пинде тоже водорзакром шу, да, Совет Союзен тогда Россия пашавых деятелей Виктор Черномырдин шут танженегильне. Хоенджеретле журавна гуне Совет Союзен тогда Россия актрисы Юржи, Россия девишле артистки Елена Кандулайнен Павла давать волбаян утмал бершу тударать. Хава календарбе паян савапла Матрена куне, хозяин менельник зене Александр, Иван, Матрена, Павел, Ятва, Шинзем, Павла даваще. Шаксын зене савам ладып менельник яджибе, сырым валин даварца бараб парибре. Кому важик леген хитре юра, анжахта хак врагадзем тебер худа заилдереде псире манза ангар юда жерзене шуранны гун яджибе завамлама ирбузан гварам сырым вали пирим ВКонтакте сайтри ушкан шабушкана герзе ебе гварзагуна пост айнже комментарий зенже ширзахварма пударадар камон байын журавны гун жавзене бир пурнеде саламлат пар тюре эфирда каштарзан хамбада халех керзе ширза элгермейзер элгередерга.
гураганзем вогачитре эзир пирим ВКонтакте сайтри ушканра ширзаговарна салам зене влазабама ман чиюратна эштебер. Татьяна Пантелеймонова ширзаговарна ир будр Дмитрий тезе ир сиреде Татьяна сывых сунада пурнеде. Татьяна жират эбир паенхи ир элек районынжи анат татмаш еленже ширалза үсне халевара шубашкар хунже бурнаган Никифоров Денис Геннадьевича шурану гуня жебе чун жеререн саламлат пардезе. Юманбек ширип сывых иксельмителей шелгушпек тап садраган вайхал чем ере килежи юраду шекленулле комаутуем онажу сунатпар. Эметленнизем яванах пурнышван забычер удасчуле яванах тагр будр. Иберзана пидыхыда юрадатпар салам яраганзем можере Марина, Аджизем Степан, Арсений, Вероника, тада мен бур таванязем. Иберде заламлатпар Никифоров Денис Геннадьевич шуравнагун яджибе. Тада ширзахварна Саламваще журавнагун яджбе Шубашкар районынже бурнаган Иванов Степан Гавриловича волбан утмол жылы ударат иберна ширип сылых тада иксельми вайгал зунат пардезе жирна иберзана пиде юрадат пар самба мухтанат пар саламба Мария Можере Хера Лена тада Ивале Василий саламат пар иберде журавнагун яджбе Саламваще тадам елджик районынже журавзаюсне хальвара Шубашкарда, чем ежаварза пурнаган Венера Ивановна, паянун журавна гуне, шивых юдажым, санбек ира шин тендере сайра, кирек менле евровых сиксе тухсан да пулушмат таражада незе. Сирен чем ере яванах юрадубат телей гужавандар, санан можер хюттине дуйза иге богаттыре уражене дивишледер атмаз сунады. Ширып сывых санжумран хопма анбельдер, сана гизеплезеде ыры зунза пидовых юдажу, Алена, тезе ширзахаварна, салам ваще сиреди журавну гуняджбе. Тада дебрзавам, невер баян, пирен чишивых тахаква шиннамара, Иванова Лариса Петровна на журавну гуняджбе чун жеререн дугаган чи ыры тада ожазымах сымбе салам ватпар. Вол елджик районынже журавза үсіне, халі жем ебе Шубашкаргуынже бұрынат, еберіна уйықпек шуды күнжу, шурхи хевелбек ыры кымыл, инжет шу евер ворым эмер, чаваш шуманебек ширіп сывлық, кушту телей, туставане зембе шагавдатса бұрынма шуды раскал сунатпар. Эшре тада да ытварах шидыны, тума вайха хужын захпыдыр занан, бұрнышри кашни удыму ырывықпа юрадуба шуды әмітсембе дудыр. Ажузен бағадарне әмір курмалва будыр занан, саамлаганезем вара юратна мажарыбе виже аджи, тада юдажызем. Тада дебер салам юдажызем салам лаще Артем Лаврентьева Артем бен шуравны гунмар агаль салам ебен ванныдырых Артем санын эшкуне лайық ирце гайдар эшре нуммаян вар эшкішін түрек келе гайма тұрыш Артем еберзана пиды хыды юрадат пыр оны шылы пу тада сан паян хи эшкуне лайық ирце гайдар тезе ширзахы варна. Тада паян шуравны гуне Савам ваша ширзахварна юдажызем перлешлегенезем Игорь Антонова черетле журавны гунячебе салам ваше Игорь телейле пул мажорна тада вайварах юрат Оны жу зана нумайрах сунат пар эшре шагымбек тада да пул дарулы пул журавны гунячебе сана Игорь тезе ширза хварна Игорь Антонов и бирде сире салам ват пар журавны гун яджбе тада тепер журавны гун паян салам вашага Анастасия Батюковна перлешле зем, тада такшан умбабрле веренеген зем, Анастасия шуравны гуньяджи безана и безана пидых да юрадат пор, тада нумайрах ваннажу, телей, сывлах тада нумайрах, малвада жагымбек пударува бол, нумайрах сана шре аннажу зем, шуравны гуньяджи без, она Анастасия саамлагане зем, юдар зем ага, перле шлеген зем, перле веренеген зем. Тада саамаш менджу хлебну майбаяна шуравны гур, Азам ваше баян ага Александр Игнатьева журавны гуньяджбе Александр азам ваше можере аджизем таванязем Александр шуравны гуньяджбе малвада жагымбек
Адаван забыр, шмайбебін одванна дырық, адаван забыма сунашы шурауна гун яджибе, сывық, телей, нумайрах онна жу, шурауна гун яджибе, тезе ширса хаварна. Хак вураганзем, ебеде сире самладып, камын баян шурауна гун, камын баян тадада, малебун урухуяв, тейбір, тен сирен баян мажарба, бірле теми жежу, бірле бұрынны гун кавы бар, тен сирен ағал, баян саванышы гун, жакымбе кирхине ирех Франциядан ғышын, тюрежега резене күмі күшіні ғышын, урама пықса хевел жүттіне курза, жакымбек саванышы вазирен кому пузасын, сиренде ман жұтпа уяв дезега ама бұлад, шамбады епізірі пұр неде савамладып, сирен вали тада де бір хитре юры тарғашын. Гурама, эхман кубас, каждый не кюрлат тарать, каждый не кюрлат тарать, урде хыдала, что вардюрла занджин саванать. Эхман кубас, каждый не ташла тарать, каждый не ташла тарать, урде хыдала, что вардюрла занджин саванать. Тыданари ташлама. Эхман кубас, каждый не кюрлат тарать, каждый не кюрлат тарать, урде хыдала, что вардюрла занджин саванать. Эхман кубас, каждый не ташла тарать, каждый не ташла тарать, урде хыдала, что вардюрла занджин саванать.
уважаемые телезрители, у нас сегодня очень бодрое, доброе и громкое утро, а все потому, что сегодня у нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер муниципального концертного духового оркестра города Чебоксары Владимир Петров. Владимир, доброе, бодрое, громкое утро. Доброе утро. Начнем сразу, я думаю, с музыки. Да, чтобы разбудить всех наших телезрителей и как бы передать эту волшебную музыкальную атмосферу, которая витает на студии. Давайте, Владимир. Браво. Владимир, браво, спасибо большое. И мне кажется, да, даже если кто-то сейчас вот еще не проснулся, не совсем проснулся, то что после этой песни окончательно проснулись. Еще раз доброе утро вам. Доброе утро. Ну, Владимир, у человека, который владеет таким красивым музыкальным инструментом, мне кажется, всегда приподнятое настроение. И с утра просыпаться всегда легко, и весеннее настроение, наверное, тоже присутствует. Несмотря на витаминоз и хронический недосып, утро всегда бодро, особенно когда солнышко, как сегодня на улице. Это очень хорошо. Ну, Владимир, по поводу вашего оркестра, духовой, муниципальный концертный оркестр. Ну, понятное дело, то, что духовой, это означает то, что преимущественно в этом оркестре духовые инструменты. Кроме саксофона, какие еще инструменты? Ну, типично для духового оркестра инструменты разнообразные. Есть для неспециалистов, есть деревянные духовые инструменты, есть медные духовые инструменты. Хотя деревянные не все у нас из дерева, как ни парадоксально. Допустим, в деревянном духовом инструменте флейте нет ни кусочка дерева. Вот в деревянном музыкальном инструменте саксофоне всего лишь одна палочка. Деревянная. Трость как бы деревянная. Вот. Так, а состав, ну, малый, конечно, у нас состав. Всего на данный момент 19 человек в оркестре. Это из медных, типично для духового оркестра, трубы, тромбоны, баритоны, туба, конечно же, барабаны. Вот. Из деревянных это саксофон уже названный, кларнет, флейта. А почему все-таки называют инструменты деревянными, а они не деревянные? Это исторически так сложилось, они раньше делались из дерева, поэтому... Да, вот до сих пор, кстати, есть немецкие флейты, допустим, которые делаются полностью из дерева. Просто в данных технологических условиях современных проще сделать из металла и пластика многие вещи. Дерево, оно, допустим, деревянные кларнеты от перепада влажности все трескаются, ломаются, как бы, хотя нормальные инструменты, допустим, да, флейты сейчас есть до сих пор деревянные, но это такая экзотика, да, это обычно используют для барочной музыки, для старинной. Есть ли какая-то особенность, специфика, плюсы, может быть, или минусы, особенности этой игры на таких вот духовых инструментах, в отличие от других струнных инструментов или, я не знаю, других каких-нибудь? В чем, так скажем, магия саксофона состоит? Магия саксофона во многом, я не знаю, чем это объяснить, но это инструмент, который, мне кажется, любят все. И его знают все. Допустим, если гобой, фагот, мало кто знает из них специалистов, потому что для обычного человека это скажет, что это такое. То саксофон, все сразу, ой, саксофон, особенно девушки прям млеют от этого инструмента. Но также я считаю, что саксофон, по мнению многих людей, говорят, что особенно тенор-саксофон, существуют разные виды саксофонов, наиболее близок к человеческому голосу. Вот как бы специалисты по тембровым краскам говорят, что это инструмент из духовых самый близкий к человеческому голосу, и поэтому, может быть, на это завязано то, что саксофон как бы очень нравится многим людям. Саксофон, если раз уж мы начали об этом говорить, обычно саксофон ассоциируется у людей, ну, так скажем, с джазовыми композициями какими-то. А вы, ваш оркестр, играет не только джаз, там есть и современные... Вот, кстати, мы сейчас скоро посмотрим небольшой отрывок из вашего выступления. Играете и современные композиции, и даже, если не ошибаюсь, по-моему, я видел и слышал, как вы играли национальные такие чувашские песни. Как сложно, так скажем, вот, ну, переложить на саксофон песни, не свойственные для этого инструмента? Это сложно? Реально ли это?
Ну, собственно, этим и занимаемся, потому что я считаю, что на саксофоне можно сыграть любую музыку. Как, наверное, на многих других духовых инструментах. От классики традиционной до джаза, авангарда и больше современной музыки. Традиционно, конечно, считается, что саксофон джазовый инструмент, хотя очень много именно классической музыки для саксофона написано. Конечно, в основном современные композиторы и сейчас до сих пор пишут современную именно академическую классическую музыку для саксофона. Это отдельный пласт, и существует два направления. То есть джазовая школа — это одно, классическая школа — совершенно другое. Они частично пересекаются, но как бы это два отдельных направления. На духовых инструментах можно сыграть все, я считаю. Поэтому мы играем и классику, и джаз, и эстраду, и рок даже местами. Поэтому достаточно универсальный такой коллектив, если брать духовой оркестр. И саксофон как очень универсальный инструмент. Опять-таки, раз уж у вас оркестр, и вы вот стараетесь играть вот разнообразную музыку, с какими сложностями приходится сталкиваться вашему оркестру? Может быть, нет, так скажем, материала, и вам приходится самим себе... Я боюсь ошибиться просто в музыкальной терминологии, партитуры, ноты под духовые инструменты. Это вы все сами делаете? Сейчас, спасибо интернету, гораздо легче, чем было, допустим, лет 15-20 назад, потому что в советские годы, так скажем, ноты в основном переписывались. Если сейчас проще гораздо, есть программы специальные, где можно набрать ноты, хотя зачастую приходится это делать самим, потому что аранжировок все равно недостаточно, несмотря на богатство, потому что в интернете есть специальные сайты, есть нотные библиотеки, но не всегда это соответствующего качества, и некоторые вещи приходится все равно делать самим, потому что, допустим, чувашская национальная музыка, то, чем мы тоже занимаемся немножко, этим никто не занимается именно в современной трактовке. Вот как бы только недавно у нас был такой на фестивале саксофона такой большой пласт именно национальной музыки, фолк, таких нетрадиционных обработках. Допустим, приезжала к нам девушка из Казани и пела именно этно-джаз на основе чувашских народных песен. То же самое девушка из Питера уже как бы в такой более современной, такой лайтовой обработке. Тоже был чистый фолк, национальная мелодия в обработке для голоса, фортепиано и саксофона. Об этом мы еще поговорим, о фестивале саксофона. У меня вопрос по поводу оркестра. Опять-таки, сейчас пришел в голову этот вопрос. Как вообще родилась идея создать чисто духовой оркестр? Потому что обычно собирают оркестр в классическом понимании, уже такой классический оркестр, так скажем, где струнные инструменты, а тут чисто духовой. Как вообще родился ваш коллектив, так скажем? Это было в далеком 1900, относительно для кого-то далекий, для кого-то нет, в 96-м году, когда наше управление культуры с тогдашним главой города Анатолием Игумновым. В принципе, тогда тенденция, я так гляжу просто историю духового движения по России. Во многих городах в конце 90-х, это 96-й, 98-й года, были сформированы муниципальные духовые оркестры. Духовой оркестр должен быть в любом городе, потому что как бы это такая музыка, которая вечная, которая нужна всегда и везде. Возьмем любые наши праздники уличные. Раньше вообще было невозможно представить наши парки без духовых оркестров. Сейчас, к сожалению, это немножко отходит, но именно для, я думаю, что не только для концертов, но и для праздничных шествий, для летних выступлений на открытых площадках и был создан, казалось бы, кризисные 90-е годы, когда был недостаток финансирования, но тогда были созданы два коллектива, то есть хоровая капелла и мы, духовой оркестр. И, в принципе, я думаю, что город в этом плане вообще сделал крутой, хороший шаг, потому что духовой оркестр нужен любому городу. Это красивая музыка, это настроение, да в конце концов это праздники, праздничные демонстрации, выступления на площадях города. Это должно быть. И, собственно, вы работаете над тем, чтобы популяризировать такую музыку и работаете над тем, чтобы никто не забывал, что вот есть такая музыка, такие инструменты. Как бы берете на себя, так скажем, просветительскую работу в том числе, да? В некотором роде, да. Владимир, не будем ходить вокруг да около. Мне кажется, нам нужно посмотреть ваше выступление. Поэтому, уважаемые телезрители, внимание на экран. Давайте посмотрим.
Уважаемые телезрители, напоминаю, сегодня у нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер муниципального концертного духового оркестра города Чебоксар Владимир Петров. Еще раз доброе утро, Владимир. Доброе утро. Ну вот только что мы посмотрели очень такое живое выступление. На каком фестивале, на каком конкурсе и где проходил, собственно, вот этот вот перформанс, так скажем? Это на одной из, наверное, главных наших парковых площадок России. Это ВДНХ в Москве. Там проходил в течение всего лета конкурс именно духовых оркестров, в основном малых духовых оркестров, потому что мы ездили неполным составом. То есть в течение всего лета, каждую субботу и воскресенье, там на разных площадках ВДНХ выступали духовые оркестры. И потом по голосованию 50 на 50 профессиональное жюри и голоса зрителей. По итогам каждого месяца выбирался победитель, и потом 3 коллектива, которые выиграли в июне, в июле и в августе на Дне города Москвы, выступали на ВДНХ вот на финале. Соответственно, мы стали победителями августа, и вот 9 сентября мы выступали на... Прошли в финал. Да. А какие коллективы еще там были? С кем конкурировали? Ну, география тоже была интересная. Москва, то есть как бы Гуди Бенд, то есть студенты Московского государственного училища духовых инструментов, и Калининград. Вот вы втроем. Кёник Брас Бенд, то есть мы как бы вот... Это очень круто. И вообще часто проходят такие фестивали и конкурсы вот именно для духовых оркестров? Ну, их не так много, как хотелось бы, но тем не менее по России в разных городах, в основном, конечно, преимущественно в летний сезон, потому что зимой как бы на концертных площадках не очень. Летом чаще всего на открытых площадках по всему, как бы по всей России. Есть конкурсы, к сожалению, не всегда есть возможность выезжать. С удовольствием ездили бы, но как бы финансово не все так благополучно, как хотелось бы. Но, тем не менее, мы стараемся выезжать, когда вот получается, допустим. Ну, и если не конкурсы, то фестивали уж точно проходят чаще, потому что я знаю, совсем недавно в нашем городе прошел фестиваль саксофона. Можно узнать более подробно об этом, потому что я присутствовал на одном из мероприятий, я так понимаю, этого фестиваля. Это концерт, где было очень много красивых выступлений, но кроме этого концерта же, что еще проходит во время этого фестиваля? Ну, кроме концерта обычно проходят еще как бы встречи с гостями, мастер-классы. У нас в этом году приезжала замечательная молодая саксофонистка из Санкт-Петербурга Екатерина Кулагина. Вот она провела встречу и мастер-класс со студентами музыкального училища и учащимися детских музыкальных школ. Очень интересно, потому что как бы это новое направление, именно академическая школа саксофона. Она, так скажем, сотрудничает с лучшими саксофонистами России, потому что у нас наша именно саксофоновая школа России очень сильна на международном уровне. То есть у нас есть несколько победителей такого всемирного конгресса саксофонистов, который проходит обычно в городе Динан, где родился изобретатель саксофона Адольф Сакс. Вот, и, то есть это ряд мероприятий, конечно, главное мероприятие — это концерт, на котором все самое лучшее, самое интересное. Но кроме этого еще такие чисто профессиональные и для любителей проходят некоторые мероприятия. Ну и вот на концерте тоже вот было очень интересно, потому что вот, как вот вы сказали, и классические, так скажем, композиции были написаны для саксофона, и вот тоже мы уже об этом поговорили, такие эксперименты, так скажем, с этим красивым инструментом.
это и национальные какие-то песни, мотивы, фолк направления, так скажем, и вот современные песни, переложенные вот на саксофон. Но меня интересует еще один вопрос, Владимир. Вот, допустим, если сейчас нас вот смотрит такое какое-нибудь молодое дарование, которое вот желает научиться играть на саксофоне, просто, опять-таки, есть такой стереотип, то, что, ну, вот в музыкальных школах единственный инструмент — это фортепиано. Ну, я, опять-таки, могу ошибаться, я прошу прощения, если я ошибаюсь. Обучают ли игре на саксофоне в музыкальных школах или где-то еще? Конечно, у нас сейчас большой спектр услуг предлагается в музыкальных школах и школах искусств. Именно из музыки многие инструменты представлены, и кроме саксофона есть другие духовые инструменты. Насколько я помню, как минимум в 3, если, может, даже больше, по-моему, 4 или 5 школ в городе музыкальных и школ искусств предлагают обучение конкретно по саксофону и духовым инструментам. Поэтому, если кто-то хочет, добро пожаловать, как бы идите в ближайшую школу музыкальную, даже если там нет саксофона, вам подскажут, где можно найти. То есть, из того, что я могу сказать, это музыкальная школа номер 1, музыкальная школа номер 3, детская школа искусств номер 3, да в конце концов музыкальное училище, где есть такое понятие, как педпрактика, и вас с удовольствием научат играть хотя бы для себя, потому что как бы наша задача все-таки продвигать культуру в массы, не только профессионалов готовить, хотя это тоже несомненно актуально, но также, я говорю, главное, чтобы люди музицировали. Не обязательно на сцене для себя, для домашних, для друзей. Да. С какой сложностью может столкнуться молодой человек или девушка, которая желает научиться игре на саксофону? Потому что, ну вот, по себе знаю, когда играешь на гитаре, стираются пальцы. Какие-то еще такие вот моменты. Саксофон, ну сразу тут такой вопрос. Большой ли объем легких должен быть для того, чтобы научиться играть на саксофоне? Вообще считается, да, что дыхалка должна быть хорошая у музыкантов-духовиков. В принципе, хотя по нормативам, как бы, по собственному опыту, мой сын начинал играть в 6 лет на саксофоне. Хотя считается, что раньше считалось, в 10-11 лет надо начинать на инструменте, именно на саксофоне. Чаще всего начинает на маленькой такой дудочке, которая называется блок-флейта. Потом переходит на более такие взрослые инструменты. Да, но дыхалка нужна, дыхание, в принципе, формируется. Из опыта своего, когда я был студентом, им занимались как у станка по 8-10 часов в день играли на инструментах. То есть как бы то мы все-таки держим мундштук во рту, и от давления зубов иногда до крови нарезалась губа. Вот. Но я думаю, что молодым людям это не грозит, потому что они занимаются не столько. Вот. А так, в принципе, да, нужно хорошо дышать, не курить. Вести здоровый образ жизни. Да, это очень полезно. Но вообще, как бы, из минусов, как считается у духовиков, почему они после 20 лет стажа именно работы в концертных оркестрах, они выходят на пенсию, то есть начинают уже по выслуге лет получать пенсию, потому что одно из профессиональных заболеваний считается эмфизема легких, то есть расширение. То есть есть небольшие минусы, издержки, как бы, искусство требует жертв. Ничего не поделаешь, да, искусство требует жертв. Ну и, Владимир, все-таки саксофон тоже, опять-таки, ассоциируется с таким вот позитивным настроем, с такими веселыми, добрыми, хорошими песнями. И вот в позитивном таком ключе лично ваш совет, как провести день, так скажем, плодотворно и вот на хорошей такой вот ноте. Что нужно сделать с утра? С утра нужно проснуться в хорошем настроении, выглянуть в окно, если там солнце, или даже если его нет, улыбнуться, принять душ, потому что холодный. В этом душе можно спеть бодрую, позитивную мелодию, выпить кофе, и день получится отличный. Ну и слушать правильную, качественную, желательно инструментальную музыку. Это обязательно. Спасибо большое, Владимир, за такой вот интересный разговор и за рассказы об этом интересном, очень красивом инструменте. Спасибо. Дальнейшей вам удач больших на конкурсах и побед. До новых встреч на концертных и не только площадках. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Передача «Ирбузан» подходит к завершению. На самом деле желаем вам хорошего, позитивного дня и, да, побольше слушайте инструментальную красивую музыку. До новых встреч. До свидания.